Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России со счетом 39-45 проиграла китайцам в матче за третье место этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. Турнир прошел в Казани. Российская команда выступила в составе Сергея Биды, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса. Победителями соревнований стали итальянцы, которые в финале победили украинцев. Отметим, что российская сборная, несмотря на итоговое четвертое место, отобралась на Олимпиаду в Токио как лучшая команда не из топ-4 рейтинга Международной федерации фехтования. Казанский «Акбарс» на выезде одержал победу над уфимским Салаватом Юлаевым в четвертом матче серии второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги и вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. У хозяев льда взятие ворот провели Джефф Плет и Александр Кадейкин. «Акбарс» выиграл серию со счетом 4-0. В полуфинале Кубка Гагарина казанский клуб сыграет с победителем противостояния между «Авангардом» и «Металлургом». В этой серии после 3 игр со счетом 2-1 ведут омские хоккеисты. Ивица Олич назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Детали соглашения с 41-летним хорватским специалистом не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым на днях был расторгнут по обоюдному согласию. До подписания соглашения с армейцами Олич с 2017 года работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии. Напомним, специалист, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе команды он трижды становился чемпионом России, по 2 раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также 1 раз становился обладателем Кубка УЕФА. Завтра футболисты сборной России проведут первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Их соперником будет команда Мальты. Встреча пройдет в пригороде Валетты. Из-за травм в этот матч вынуждены пропустить полузащитники россиян Роман Зобнин и Магомед Аздоев. Ранее команда России и Мальты встречались только 1 раз. В 1996 году в рамках международного турнира Кубок Ротманса россияне выиграли со счетом 2-0. Подопечные Станислава Черчесова в марте в рамках отбора на Мундиаль также сыграет со сборными Словении и Словакии. Встреча с Мальтой стартует в 4:45 утра по якутскому времени. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке выиграл у французского Нима в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 30-25. Самым результативным игроком матча стал правый полусредний россиян Александр Котов, забросивший 9 мячей. Ранее на предварительной стадии турнира «Чеховские медведи» заняли 3-е место в группе А, набрав 14 очков в 10 встречах. Ним вышел в плей-офф со 2-й позиции группы Б, имея в активе 16 пунктов. Ответная игра серии до 2 побед пройдет во Франции 30 марта. Воспитанник якутского спортивного клуба «Саха-рестлинг ММА» Октябрин Яковлев проведет поединок в рамках турнира Eagle Fighting Championship, которым руководит Хабиб Нурмагомедов. Соперником якутянина будет представитель Афганистана Хусейн Бакш Сафари. Яковлеву 29 лет, и в его активе 2 победы при 3 поражениях. Сафари 27 лет, на его счету 5 побед и 1 поражение. Напомним, на этом турнире выступит еще один якутянин Узаир Абдураков. Он оспорит чемпионский пояс промоушена с чеченцем Мехид Дакаевым. Оба боя пройдут 6 апреля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!